Добрый день! Вы смотрите программу «Дискуссия» на канале АТВ. Микроудобрения – это удобрения, которые содержат микроэлементы, необходимые растениям в очень маленьких количествах. Одним из лидеров в производстве и реализации удобрений и препаратов является украинская компания «Укровит». Прежде чем я представлю вам гостей, предлагаю вашему вниманию сюжет о компании «Укровит». Итак, смотрим сюжет. Целью каждой компании является увеличение продаж и расширение рынков сбыта продукции. Не исключением является и компания «Укровит». Так как компания «Укровит» – это производственная компания, при входе на рынок Молдовы была принята стратегия работать по рыночным, справедливым ценам. Не могу ничего сказать отрицательного и по фирме «Уберег-Агро», которая мне дала тоже соответствующие нормальные результаты, которые я доволен. Я попробую работать уже на следующий год. Оценив потенциал рынка в продажах препаратов, приняла решение работать с сельхозпроизводителем без посредников напрямую, чтобы лучше и качественнее коммуницировать с партнерами и клиентами. Мы считаем, что рынок Молдовы перспективен, что наша продукция будет востребована, и мы сможем удовлетворить потребности сельхозпроизводителей Молдовы. Одно из положительных качеств компании «Укровит» – производство почти всего спектра необходимых препаратов для защиты растений и обширного спектра микроудобрений для внекорневой подкормки. Портфель он позволяет на сегодняшний день выращивать и защищать практически все культуры. Полевые культуры, плодово-ягодные, виноградники, овощные культуры, защищенный грунт. Они обеспечивают все твои потребности и в удобрениях, и в гербицидах, в инсектицидах, во всех необходимых для нас, для производителя, продуктах. Одним из секретов динамичного роста компании «Укровит» является индивидуальный подход к каждому клиенту. Продукция компании «Укровит» одинаково хорошо ведет себя и в хороших, и в неблагоприятных погодных условиях. Сорняковый фон был высоким, было сложно, потому что выпадали осадки. Этот продукт, который нам предложила компания «Укровит», справился тоже великолепно с поставленной задачей. Это первый год, когда мы начали работу, и я думаю, что это сотрудничество продолжится в будущем, потому что претензий к препаратам у нас нет. Технологи компании «Укровит» постоянно разрабатывают новые средства защиты растений и следят за развитием мировых тенденций в сфере агрохимии. Ну что ж, представлю вам наших гостей. Итак, гости в студии АТВ. Диана Сидоренко, директор «Уберег-Агро», официальный представитель компании «Укровит» в Молдове. Здравствуйте. Здравствуйте. И Адаменко Сергей, заместитель начальника отдела продаж по направлению минерального удобрения. Здравствуйте. Здравствуйте. Рада видеть вас в нашей студии. Скажите, вот насколько важно использование микроудобрений в сельском хозяйстве? Я бы сказал, что современные тенденции, которые существуют в сельском хозяйстве, а именно высокопродуктивные сорта или генотипы культур, улучшение качества, улучшение товарной продукции, лучшее усвоение основных или главных элементов питания, это азота, фосфора, калия, кальция, серы, сегодня заставляет наших земледельцев применять микроудобрения. Микроудобрения – это удобрения, которые применяются в небольших количествах, буквально там от 300 до 500 граммов на 1 гектар. И эти микроудобрения, которые содержат микроэлементы, они улучшают обменные процессы. Но это очень важно, да? Это очень важно для растений. И растения, как и любой живой организм, требует не только, основных структурных элементов. Любой организм требует и микроэлементов для улучшения обменных процессов, для удовлетворения потребностей, тобто выносов микроэлементов. Что очень важно, что микроудобрения, они повышают устойчивость растений к болезням. И самое главное, что сегодня присуще в связи с изменением климата в сторону жары, то есть улучшает устойчивость растений к жаре и разного вида стрессам, таким стрессам, как температурные, перепады температур, применение средств защиты растений, механические повреждения. Всему этому способствуют микроэлементы, лучше повышают устойчивость, иммунную систему
к стресс-факторам, которые сегодня есть, скажем, в агроэкосистеме. Спасибо. Диана, скажите, пожалуйста, вот вы представитель компании «Оберег», да? Расскажите о своей компании. Компания «Оберег», в принципе, была создана еще в конце 2008 года, но на рынке продаж мы вышли в 2011 года, поскольку 10-12 наименований продукции были сданы на тестирование и регистрации согласно законодательству Молдовы. Соответственно, когда уже был в наш портфолио некое число препаратов, мы приняли решение уже выходить непосредственно с продажами. На сегодняшний день у нас в портфолио где-то 42 уже наименований разного вида средств защиты растений. Это инсектициды, гербициды, фунгициды, протравители, стимуляторы роста. И уже начиная с 2016 года в наш портфолио появились и микроудобрения под торговое название «Авангард». «Авангард Р», «Авангард Р Старт». Уже в 2017 году в наш портфолио появились еще 3 новые микроудобрения. Это «Авангард Бор», цинк и кальций с микроэлементами. Что вызвало необходимость регистрации авангардов, микроудобрений? Это вызвано тем, что при продаже пестицидов всегда в наш адрес поступали предложения о необходимости иметь в свой портфолио, в том числе и микроудобрения. Рынок требовал в том числе микроудобрения, соответственно, мы приняли решение совместно с компанией «Укровит» предоставить эту возможность нашим фермерам. Чем еще занимается компания? Компания в основном она занимается только реализацией средств защиты растений и микроудобрений. В том числе в нашем коллективе есть специалисты по защите растений, которые предоставляют фермерам всю необходимую информацию для того, чтобы иметь на своих площадях хорошие результаты. В том числе благодаря тому, что мы стали представителями компании «Укровит», у нас появилась возможность иначе подойти к потребностям сельхозпроизводителям, а именно относительно формирования цены на продукцию. То есть мы на сегодняшний день можем предоставить справедливую цену, и, соответственно, цена плюс качество, она дает именно тот шаг, который позволяет фермеру сделать правильный выбор в отношении, что купить, у кого купить и что применить у себя в поле. В производстве. Спасибо. Скажите, насколько востребованы микроудобрения в молдавской действительности? Ведь у нас достаточно плодородная почва. Я бы сказал, что рынок или потребности в микроудобрениях с каждым годом вырастают минимум на 10, а то и 15%, в зависимости от, скажем, того или другого микроудобрения. Роль кальция в садоводстве, наверное, одной передачи не хватит, чтобы рассказать, как он влияет на лёжкость, на качество, на улучшение транспортабельных свойств, скажем, плодовых растений, и тоже аналогично к винограду. Поэтому этот рынок интенсивно развивается. Развивается он не только, скажем, в Молдавской республике, он развивается и в Украине, развивается в России, развивается в странах Западной Европы. Почему он интенсивно развивается? Потому что на сегодняшний день вышли сорта, гибриды и технологии, которые требуют сбалансированного минерального питания, очень важно. То есть сбалансирован не только по 3-4 элементах минерального питания, а по 16 элементах. Это первый момент. И второй момент, когда сбалансированное питание, тогда, скажем, полученная продукция и полученные прибавки урожая, и улучшение качества, улучшение экологичности продукта, все это позволяет получать и высокую окупаемость при применении микроудобрений. Скажем, мне трудно сказать, какая ситуация происходит на молдавском рынке, но в Украине
значит, окупаемость одной гривны, которая вложена в микроудобрение, окупается от 3 до 15 гривен. Это довольно-таки высокоокупаемое мероприятие в программе минерального питания культур. А вообще, какова роль микроудобрений в выращивании сельхозпродукции? Я бы так сказал, роль многогранная. Каждый элемент, он по-своему влияет на тот или другой продукционный процесс. Но если мы возьмем, например, самый простой элемент, такой микроэлемент, давно известный, с 1929 года, это бор. Значит, чем он важен? Он улучшает рост образовательных тканей, то есть как корневой системы, так и вегетативных органов. Он как бы положительно влияет на усвоение кальция. Он улучшает как бы содержание сахаров, он улучшает процессы цветения и оплодотворения, он увеличивает количество сахаров у товарной продукции, если это, скажем, яблоко, значит, в яблоках, если это, ну, например, берем такую известную эфиролийную культуру, эфиромасличную культуру, как рапс, увеличивает содержание жира. Если взять, например, виноград, он улучшает оплодотворение, увеличивает содержание сахаров. Если взять сахарную свеклу, это тоже увеличение сахаров, технологический выход сахара. То есть в этом отношении бор довольно-таки, скажем, элемент, который влияет на продукционные процессы растений. Если взять почву Молдавии, где содержится высокое содержание кальция, где кислотность почвы более 7 или там 6,9, 7,2, то этот бор кальцием блокируется, то есть он не дает возможности нормально поглощаться растению. При этом некорневые подкормки бором играют существенную роль в получении, скажем, высокого товарного урожая. Спасибо. Диана, вот скажите, каким образом молдавские фермеры могут узнать о вашей продукции? То, что вы реализуете? Ну, во-первых, у нас есть представители в разных регионах Республики Молдова, в том числе и на территории Гагаузии, Тараклии, то есть южной стороны Молдовы. 4 представителя имеем, и, соответственно, и агронома в качестве консультанта для применения, правильного применения средств защиты растений. Соответственно, в этом году, в 2017 году, мы намереваемся иметь и свой склад, что позволит нам более гибко и более оперативно поставлять фермерским хозяйствам нашу продукцию. Склад вы имеете в виду на территории Гагаузии? На территории Гагаузии, да, совершенно верно, в Камраде. Что это вам даст? Это нам или даст, фермерам нашим? Это главное даст фермерам, это ведь как происходит процесс применения. Срочно нужно доставить препарат. Сегодня, завтра или вечером нужен уже препарат. Соответственно, с логистической точки зрения, имея данный склад на территории Гагаузии, это будет сделать намного проще. Можно намного на месте быстрее. Заказать? И можно заказать, да, все это оформляется документально, и, соответственно, предоставляется такая возможность более быстро и оперативно поставить фермеру нашу продукцию. А цены на вашу продукцию будут такие же, как вот Укровит предлагает? Цены на продукцию, они идут от производителя. То есть мы, как официальный представитель данной компании, мы работаем как одно целое. То есть мы разрабатываем и коммерческую политику, и ценовую политику, в принципе, совместно. И именно она создана таким образом, чтобы заинтересовать фермера в покупке данной продукции, но тем самым дать ему возможность оптимизировать свою затратную часть именно по применению средств защиты растений. Потому что, как мы наблюдаем на сегодняшний день, цены на готовую продукцию, они не могут вырасти слишком, не могут вырасти в такой динамике, которую они ожидают. Но себестоимость, то есть
То есть для того, чтобы получить рентабельность, нужно работать с занижением себестоимости, оптимизировать свою себестоимость. То, что наша компания позволяет фермерам. Господин Адаменко, скажите, вот на что влияет микроудобрение, что их применение дает при выращивании сельскохозяйственной продукции в промышленных масштабах? В промышленных масштабах микроэлементы – это устойчивость растений к разным видам болезням, это увеличение урожайности минимум на 10-15%, а то по некоторых культурах, которые очень хорошо реагируют, такие как кукуруза, может быть увеличение урожайности и от 20 до 40%. Это, я бы сказал, что это улучшение усвоения азота минимум на 10, а то и 20%, усвоение фосфора как с почвы, так и с внесенных минеральных удобрений. Ну а самое главное, за счет применения микроудобрений мы получаем не только высокую урожайность и качество, мы получаем и высокую окупаемость затрат. Затраты довольно-таки, скажем, небольшие, незначительные, а окупаемость этих затрат самая высокая. Поэтому применение удобрений на сегодняшний день есть неотъемлемым технологическим приемом в программе минерального питания любой сельскохозяйственной культуры. Или это будет пшеница, или это будет кукуруза, или это будет горох, или это будет плодовое насаждение, или это будет виноград. Если, например, взять даже тот же самый плодовые насаждения, такие как яблоня, там, груша, слива, абрикос, персик, если взять любую многолетнюю культуру, мы прекрасно понимаем, она растет на одном месте более 10 лет, а то и 20 лет. Идут постоянные выносы одних и тех же элементов минерального питания. Сказать, что в Республике Молдова много систем капельного полива, которые позволяли поддерживать баланс того или другого элемента, такого нет. Поэтому на сегодняшний день не корневые подкормки специальными удобрениями, а в частности нашими удобрениями, которые сбалансированные по макроэлементах, которые соответствуют особенностям физиологии и минерального питания культур, которые выращиваются в Республике Молдова, это неотъемлемый технический прием, и который нужно применять каждому фермеру в Республике Молдова и в Гагаузии также. Спасибо. Госпожа Диана, вот скажите, какие виды продуктов вы можете предложить молдавским фермерам? Ваша компания, как представитель Укравит. Поскольку у нас уже, как я говорила выше, в портфеле уже 42 наименований средств защиты растений, в том числе микроудобрения, то в принципе мы покрываем уже абсолютно все потребности сельхозпроизводителей по разным культурам, как полевым, по садам, виноградникам. То есть абсолютно все мы сейчас можем предоставить на выбор нашим хозяйствам. Например, какие? Например, что вы предлагаете? У нас есть и инсектициды, и фунгициды, и протравители, и гербициды, и стимуляторы роста, и уже микроудобрения. Кстати, хочу тут маленькую ремарочку сделать, что вот этот авангард, микроудобрение авангард, который мы продаем на территории Республики Молдова, который зарегистрирован согласно законодательству. В прошлом году на осенней выставке Молдагротехи, на которой мы участвовали, в конкурсе «Новшество года» оно заняло 3-е место. Да, нам присудили 3-е место. То есть это уже, спасибо, это уже доказывает о том, что данный продукт имеет будущее. Имеет успех и будущее. И хочу заметить уже на практике, что на самом деле этот продукт, он себя зарекомендовал. То есть в 2016 году именно те фермера, которые использовали данные микроудобрения, они остались очень довольны применением данного продукта. И, в принципе, мы намереваемся уже в этом году завысить наши объемы продаж. А каковы их преимущества перед аналогичным товаром других производителей? Вот именно продукции. Вы хотите ответить? Да. Во-первых, наша продукция, она высококачественная, выпускается на оборудовании, которое соответствует международным стандартам ISO. Мы контролируем качество составляющих, которые мы получаем из разных государств мира. Мы контролируем качество уже готового продукта, то есть содержание того или другого элемента. Это первый момент. Второй момент, какое наше преимущество?
наши удобрения высокотехнологичны. То есть они жидкие, их не надо растворять, не надо думать, где брать растворный узел, там еще какие-то технологические, скажем, составляющие. Их просто надо заливать и применять. Второй момент. Третий момент. Наши удобрения легко усвояемы, они усваиваются быстро, ну, в зависимости, конечно, от микроэлемента, это может быть от 2 часов до 10 часов, то есть быстрое усвоение, потому что они содержат хелаты, легко усвояемые, скажем, такие, скажем, составляющие, которые позволяют быстрому поглощению, то есть более высокий коэффициент усвоения, он составляет минимум 60, а то и 80%. И последнее, что можно еще сказать, это то, что каждая марка удобрений, которую мы сегодня предлагаем, она соответствует особенностям физиологии минерального питания той или другой культуры. В перспективе, и даст Бог, это у нас получится, мы планируем в Республике Молдова внедрить при применении микроудобрений лабораторию функциональной диагностики потребностей культур в минеральном питании. И в течение буквально часа-полтора определить потребность культуры, то есть что надо, или это кальций, или это марганец, или это бор, или какие-то другие элементы минерального питания. И дать растению то, что она требует в данной фазе, в критической фазе. И я бы сказал, если последнее конкурентное преимущество, это то, что у нас есть подготовленные специалисты, которые умеют правильно и эффективно применять наши микроудобрения торговой марки «Авангард». Но я уже не говорю о экономической составляющей, потому что цена, качество у нас довольно-таки гармонично и синергично связаны. И поэтому наши удобрения дают очень высокую, как и прибавку, так и высокую окупаемость. Хорошо, а вот если не использовать микроудобрения, то к каким все-таки экономическим последствиям это может привести? Это, во-первых, приведет к тому, что основные, то есть главные элементы минерального питания, такие как азот, азотные удобрения, фосфорные, калийные удобрения, серные удобрения, будут хуже использоваться, то хуже применяться. Раз. Первый момент. Второе. Мы без микроудобрений мы не сможем получить то качество, ту товарность. Я уже только что рассказывал о боре, я могу вам рассказать о кальции, который есть структурным элементом, который влияет на плотность, скажем, мякоти яблока. Это элемент, который входит в пектиновые вещества. Это элемент, который утолщает кожуру яблока. Это элемент, который увеличивает сохранность яблока. Если взять, например, почвы Республики Молдова и посмотреть их химический состав, мы видим, что у вас очень много кальция, еще больше калия. Между кальцием и калием существует антагонизм. С этим антагонизмом в почве очень тяжело бороться. Когда наступает жара, например, то кальций очень плохо усваивается, потому что в условиях стресса он не усваивается. И в этой ситуации именно кальций для наплодовых культур он играет ключевую роль. Взять мировой опыт применения кальциевых удобрений, скажем, в садах, это минимум идет некорневые подкормки, начиная с Польши, заканчивая Украиной, и я думаю, я надеюсь, и в Республике Молдова, от 4 до 10 раз, в зависимости от погоды и потребностей сорта, гибрида и прочего. Поэтому без микроэлементов думать, что мы получим высокий коэффициент использования главных элементов, что мы получим хороший уровень, а самое главное качество и товарность, это нереально, это невозможно, поэтому в этом отношении надо идти правильной дорогой и применять микроудобрения хотя бы в видении некорневых подкормок. Ваше мнение, Диана, по этому поводу? Вот если не использовать эти микроудобрения, к чему может привести? Я с моей стороны могу сказать, что на самом деле это ведет к тому, что фермерское хозяйство недополучает свою прибыль, дополнительную прибыль, которую он может использовать для того, чтобы делать какие-то дополнительные инвестиции в своем хозяйстве. Хорошо, давайте сейчас посмотрим, у нас есть репортаж о компании «Укровит», и после уже продолжим нашу дискуссию. Смотрим репортаж. Словосочетание «цена-качество» – одна из основных причин, по которым предприниматели заключают контракты и приобретают продукцию. Именно справедливая ценовая политика и высокое качество продуктов компании «Укровит» за короткий период времени привлекли внимание большинства фермеров Молдовы. Что важно для нашего агрария на сегодняшний день? Это оптимизация своих затрат.
Не исключение и большие игроки на сельскохозяйственном рынке Республики Молдова. Продукты, которые мы брали у компании, это продукты для защиты зерновых, колосовых, то есть работа по сорнякам. Мы довольны, особенно довольны ценой предложения продукта. Фитотоксии мы не наблюдали. Уверенно держался продукт. Фермеры отмечают высокое качество продукции компании «Укровит», которая хорошо работает даже в неблагоприятных условиях. Я вам скажу честно, что от травы не видно было кукурузы. Все думали, что там кукурузы не будет. Да. Но, слава богу, вот ваш препарат сработал там хорошо. Компания «Укровит» постоянно расширяет портфель своей продукции. Каждый год фирма регистрирует несколько новых, уникальных препаратов, аналогов которых нет в мире. У нас будет два продукта. Это «Капитал», это «Антиклиш Макс», которых нет аналогов вообще. Это трехкомпонентные препараты. Мы выводим новые инновационные продукты, мы улучшаем технологию сотрудничества, мы повышаем качество технологического обслуживания, мы стараемся повысить эффективность производства путем более качественной консультации и удовлетворения всех потребностей сельхозпроизводителя. Препараты компании эффективно защищают как полевые культуры, так и виноградники и сады. Вначале нас заинтересовала цена, то есть мы получили хорошую скидку, а в конце мы получили и качество. Мы довольны. Справедливые цены, высокое качество и индивидуальный подход к каждому клиенту. Вот залог успеха компании «Укровит». Продолжим нашу дискуссию. Господин Адаменко, скажите, пожалуйста, вот как микроудобрения могут влиять на качественные и количественные показатели производимой сельхозпродукции? Ну, во-первых, мы применяем удобрения в критические фазы роста и развития. Если, например, взять самую такую культуру продовольственную, озимая пшеница, если мы применяем ее в фазе кущения, начала выхода в трубку, и в этот период идет закладка потенциала продуктивности, то есть количество колосков в колосе, и мы хотим сформировать как можно больше этих колосков, и не только сформировать, еще чтобы они хорошо росли, развивались, а потом в дальнейшем и оплодотворились, то есть происходит процесс оплодотворения. Ну, можно сказать, без сбалансированного питания по азоту, по фосфору, по сере, по микроэлементах, таких как цинк, бор, марганец, медь, невозможно сформировать продуктивность, например, там 6 и больше тонн. Поэтому микроудобрение – это то, что дает сегодня реализовать потенциал продуктивности культуры. Мы рекомендуем применять наше удобрение не тогда, когда кому-то там что-то вздумалось, а есть специально критические фазы. Фазы, при которых удобрение проявляет наиболее высокую эффективность. Вот как бы так. Поэтому микроудобрение – это то, что позволяет реализовать потенциал культуры. Микроудобрение – это залог успеха, микроудобрение – это высокая окупаемость. Диана, расскажите о мелкой фасовке и что это означает? Ну, смотрите, на сегодняшний момент мы пришли к такому решению, как ввести в обращение мелкую фасовку. С чем это связано? Это связано с потребностями рынка Республики Молдова, потому что на территории Молдовы очень много мелких фермерских хозяйств, для которых тара в производственных объемах она недоступна для них по ценовой и по необходимости. То есть для того, чтобы им приобрести 10 грамм продукта, они же не могут употребить и купить тару там, 5 литров или 20 литров. Соответственно, зная эту потребность, совместно с компанией «Укровит» мы пришли к решению, что нужно дать им возможность использовать ту тару, которая им необходима. Соответственно, на мощностях компании «Укровит» есть такая возможность, то есть они делают мелкую фасовку, начиная там, от 4 грамм, 1 грамм, 100 миллиграмм, 150 до 1 литра. Таким образом, мы считаем, что в этом году
мы сможем быть ближе уже и к другому сегменту рынка, а именно мелкие хозяйства, которые тоже хотят иметь хороший урожай и хорошие результаты. Господин Адаменко, скажите, вот как правильно использовать микроудобрения? Удобрения надо использовать в соответствии с особенностями физиологии минерального питания культуры. Ну, например, если берем мы такую культуру, как озимая пшеница, мы рекомендуем применять 2 раза. Это фаза конец выхода в трубку, конец кущения, начало выхода в трубку и конец выхода в трубку колышения. Дозировки небольшие, в основном применяется это авангард универсальный и цинк. Если взять кукурузу, мы рекомендуем ее применять в фазе 6-8 листьев. Если взять подсолнечник, мы рекомендуем применять наши микроудобрения в фазе 6-8 пар листьев. Если взять, скажем, такую культуру, как яблоню и зимнюю яблоню, там целый цикл применения, значит, этих наших удобрений в зависимости от фаз роста и развития. Если на ранних фазах до цветения мы применяем одну дозировку, одни микроудобрения, которые содержат, например, бор, то уже после оплодотворения мы рекомендуем применять кальций, рекомендуем применять универсальные удобрения. То есть для этого необходимы определенные знания, особенности физиологии минерального питания культуры, и тогда можно применять. В компании Оберег Агро все это есть. Есть высококвалифицированные специалисты, которые предложат любую технологическую схему, то есть на высокую продуктивность, на среднюю продуктивность, на низкую продуктивность, и которая схема будет высокоокупаема и высокоэффективна со всех сторон, с точки зрения экономики, агрономии, агрохимии, качества продукции, экологии, которая позволит получать оптимальную продуктивность в зависимости от возможностей и потребностей того или другого фермера. Вот если нашим фермерам будут необходимости какие-то знания, да, они могут получить у ваших специалистов? Да, они могут получить у ваших специалистов. Наши специалисты постоянно проходят обучение, мы приезжаем, рассказываем, показываем, приводим разные примеры. Мы закладываем производственные такие полигоны, где показываем эффективность наших удобрений. Мы планируем сделать день поля в Республике Молдова и показать эффективность как средств защиты растений, так и наших микроудобрений торговой марки «Авангард». Мы доступны, с нами можно всегда общаться. Пожалуйста, если возникают какие-то вопросы, звоните на горячую линию в Республику Молдова. У нас есть прекраснейший сайт, где все рассказывается об наших удобрениях и об наших средствах защиты растений. То есть наша задача на сегодняшний день дать как можно больше информации, научно обоснованной информации, для того, чтобы молдавский фермер получил как можно лучший результат от применения наших продуктов. Дайте немножко и информацию о ценовой политике. Вот на каких условиях вы строите сотрудничество с молдавскими фермерами? Да, можете вы, Диана, ответить. Расскажите о ценах немножко. Ну, наши цены, как я говорила уже выше, наши цены, они в принципе цены от производителя. И мы стараемся применить на самом деле справедливую цену, которая позволит фермерскому хозяйству оптимизировать свои затраты. Они доступны для фермера? Они доступны для фермера, да. То есть те цены, с которыми мы вышли в прошлом году и выйдем в этом году на рынке, они достаточно приемлемы для фермера при оплате, особенно при оплате по предоплате. Особенно по предоплате. Та политика, та ценовая политика, которая была принята на уровне компании, она именно доступна фермеру. Доступна и поможет фермеру именно достичь свои результаты. А вот можете ли вы привести конкретные примеры использования микроудобрений у нас в регионах? Вот, используют? В прошлом году, поскольку микроудобрения мы стали продавать непосредственно в прошлом году, результат применения микроудобрения он не стал себя долго ждать. То есть люди сразу увидели
эффективность данного препарата и именно эффективность по себестоимости. Соответственно, те фермера, которые уже использовали данные микроудобрения у себя в хозяйстве, они уже в этом году дали заявку на больше объема использования. Хорошо, ну что ж, передача наша уже подходит к концу. Давайте подведем итог. Вот скажите, почему вот должны купить именно ваши микроудобрения? Вот что вы можете порекомендовать нашим фермерам, вот именно гагаузским нашим зрителям? Вы будете или мне? Да. Я думаю, что в первую очередь это высокое качество, это высокая технологичность, это знания, которые есть у наших специалистов, которые мы можем предложить нашим фермерам. Это сервис, своевременные поставки, это правильное применение удобрений, это функциональная диагностика потребностей культур, то есть мы определяем потребность в том или другом элементе. И самое основное – это высокая экономическая эффективность применения наших удобрений. Диана, что вы можете порекомендовать нашим фермерам? Почему выбирать нашу продукцию? Потому что наша компания, как представитель компании «Укровит», мы предоставляем технологический подход к выращиванию разных культур. Мы предлагаем оперативную поставку продуктов, мы предлагаем справедливую цену, эффективную цену на нашу продукцию. И, соответственно, предлагаем сервисный уровень наших специалистов, которые позволят хозяйствам правильно применить продукцию компании «Укровит». Ну, мы прекрасно знаем, что земля Молдавии – это земля земледельцев. Это прекраснейшая земля, которая на сегодняшний день, наверное, самая ценная, потому что, сколько мне известно, в Молдавии очень много черноземных почв, очень много плодородных почв, достаточно хороший климат и хорошие люди, которые умеют выращивать и получать высокие урожаи. Мы, компания «Укровит», вместе с компанией «Абриагро» пришли, я бы сказал, удовлетворить потребности, сегодняшние актуальные потребности в средствах защиты растений и в микроудобрениях, а также в сервисе, правильном их применении. И мы очень надеемся на успех нашего сотрудничества, на наш тандем между продавцом и молдавским земледельцем. И мы хотим пожелать, чтобы этот тандем был крепкий, чтобы этот тандем был надежный. Мы зашли не на один год. Мы думаем, мы планируем работать на молдавском рынке, на аграрном рынке, потому что у нас есть очень много общего, скажем, молдавского, украинского рынка. И очень надеемся на хороший успех, очень надеемся на хорошие заработки, и как земледельцев в Молдавии, так и на нас, производителей средств защиты растений и микроудобрений. Поэтому успехов нам обоим в этом интересном 2017 году. И мы очень надеемся на хорошее сотрудничество, надеемся на плодотворное сотрудничество, и на длительное сотрудничество мы надеемся с молдавскими земледельцами. Ну что ж, мы тоже вам желаем удачной работы с нашими местными гагаузскими фермерами. Благодарю вас за участие в нашей программе. Напомню для телезрителей, что у нас в студии гостями были Диана Сидоренко, директор Абриагро, официальный представитель компании «Укровит» в Молдове. Спасибо вам за участие в нашей программе. И Адаменко Сергей, заместитель начальника отдела продаж по направлению минерального удобрения. Спасибо вам за участие в нашей программе. С вами была Елизавета Ротарь. Спасибо за внимание. До встречи в эфире.